Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Аслан Бжаня посетил Центральный военный госпиталь Министерства обороны и выразил поддержку медучреждению. В честь Международного дня защиты детей была организована радужная праздничная программа. На весенней сессии Народного собрания депутаты обсудили и приняли ряд важных законопроектов. Подробности у наших корреспондентов. Сегодня с воинскими почестями прощались с нашим соотечественником Дауром Хмелевым, погибшего в зоне СВО. У нас единственный военный госпиталь, и вы будете чувствовать заботу государства, сказал президент Абхазии Аслан Бжаня во время посещения Центрального военного госпиталя Министерства обороны. Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат. В медицинском учреждении планируется продолжение ремонта. Из средств государственного бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Другие подробности у Гугуцы Вардания. Здание Центрального военного госпиталя Министерства обороны было построено в 1967 году. С тех пор здесь ни разу не проводились ремонтные работы. На протяжении долгих лет многие отделения больницы находились в плачевном состоянии. Впервые за долгие годы ремонт в Центральном военном госпитале Министерства обороны начался в конце 2022 за счет средств государственного бюджета. Ход работ контролирует сам глава государства. В начале своего визита в госпиталь Аслан Бжаня осмотрел завершенные и текущие ремонтные работы в хирургическом и поликлиническом отделениях. Отремонтировано хирургическое отделение, отделение реанимации, анестезиологии. Мы до лаборатории еще не дошли. Там локальный ремонт произведен. Операционные, 2 операционные, оборудованы, обставлены, отремонтированы. Также на следующей неделе у нас планируется ремонт поликлинического отделения. Выделена сумма из средств государственного бюджета в размере 30 миллионов. Часть военного госпиталя была восстановлена, фасад, вот вы обращали внимание, коридор, приемные отделения. Это вот работы проводились в 2023 году. А в целом ежегодно государственным бюджетом со стороны государства на поддержание госпиталя по различным направлениям выделяется около 40 миллионов рублей. Обратите внимание на следующее, на качество выполняемых ремонтных и восстановительных работ. Работы должны быть качественные. Есть. Одним из самых главных достижений, по словам начальника военного госпиталя Аляса Джинджолия, за последние годы стало приобретение медицинского оборудования для оказания квалифицированной помощи пациентам. Ведь раньше техники здесь практически не было, поделился врач. Внебюджетный фонд инвалидов нам выделил сумму в размере 8 миллионов, за счет чего были приобретены лапароскопическая стойка, эндоскопическая стойка и УЗИ-аппарат стационарный. Он находится у нас на 2-м этаже. Операционный стол, лампу операционную мы сюда доставили из наших лечебных учреждений, инструментарий, набор, сухожар, автоклав и рентгеновский аппарат тоже был передан в данное лечебное учреждение. И оказывается в полном объеме медицинская помощь экстренная, плановая. Минздрав тоже не остается в стороне, всегда старается помочь нашему военному госпиталю и ЦРБ района. Район большой. Мы понимаем, что логистические пути очень много пациентов обращаются в данное лечебное учреждение, учитывая транспортную доступность между районами нашими. Поэтому без внимания стараемся не оставлять данное лечебное учреждение. К новой приобретенной медицинской технике президент преподнес в дар медперсоналу больницы портативный аппарат ультразвуковой диагностики. Здесь, кстати, сразу же осмотрели первого пациента. Хороший аппарат. Значит, это аппарат ультразвуковой сканер, портативный. Нам необходим для проведения ультразвуковых исследований у постели больного. У нас есть сканер, который стоит у нас в кабинете ультразвуковой диагностики, но он стационарный, его невозможно транспортировать. Нам нужно пациентов перевозить туда, к нам, в кабинет. А сейчас, благодаря этому аппарату, потому что он мобильный, мы можем проводить ультразвуковые исследования у постели больного. Как у первого пациента здоровье?
Отлично, небольшие изменения есть в штейной железе диффузной, но ничего, справимся. У нас здесь есть отличный эндокринолог, кстати, в штате. Мы с сегодняшнего дня службу УЗИ переведем в круглосуточный режим. Большое спасибо. У нас единственный центральный военный госпиталь. Государство и в дальнейшем будет уделять внимание развитию этого госпиталя. Здесь всегда вы будете чувствовать заботу государства. Спасибо. Спасибо. Также в госпитале на протяжении долгих лет существовала проблема с водоотведением. Сейчас идут работы по откачиванию воды из подвалов здания. Дня 2 с подвала воду очистим, и в течение месяца мы уже запустим, чтобы очищалась канализационная система. А подвалы все подтоплены, да? На протяжении какого времени? 30 лет. Да. Сколько? 30 лет, да, более 30 лет оно уже Это никак коммуникации не не влияет работает. на конструктивность Влияет здания? на осадок, и все изучался этот вопрос. Ну, пока не аварийное, можно как бы все это отвести. Там вода стоит всю жизнь. После военный период, я помню, С 93-го года? да, здесь всегда вода стояла. Вы представляете, куда что уходит, никуда не уходит. Вот сейчас локально-очистное сооружение привезли на 350 человек, поставили, запустили тестовый режим, воду отвели. Там речушка есть, метров 150. Это уже очищенную воду туда? Техническая очищенная вода туда уходит. И где-то, я думаю, через месяц здесь никакой воды не будет на этой территории. Нам еще надо кое-где прокопать, отметки выставить, уклон дать, и система будет работать. На ремонт системы водоотведения Центрального госпиталя Министерства обороны Республики из государственного бюджета выделено 7 миллионов рублей. Гугу Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Абхазии будет создан молодежный парламент. Соответствующий законопроект был принят депутатами парламента на очередном заседании весенней сессии. Также народные избранники внесли изменения в закон о президенте. Проголосовали за усовершенствованный законопроект о прокуратуре. Депутаты во втором окончательном чтении приняли законопроект об иммунопрофилактике инфекционных болезней. И это не полный перечень вопросов сегодняшней повестки. Подробности у Рады Чичава. В повестке очередной весенней сессии парламента республики было заявлено 15 вопросов. Законопроект о выборах депутатов Республики Абхазия был снят с повестки ввиду отсутствия на заседании автора проекта. Первый вопрос – закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней представил депутат Леонид Лакирбая. В проекте предполагается законодательное закрепление календаря прививок, возможность официального отказа от вакцинирования для граждан и также ограничения для непривитых жителей Абхазии на период острого распространения заболеваний и при угрозе возникновения эпидемии. Законопроект был принят во втором окончательном чтении. Также в соответствии с принятым законом были внесены некоторые изменения в законодательные акты республики. Здесь гарантирована и социальная поддержка граждан, то, чего не было у нас в случае поствакцинальных осложнений после инфекционных прививок. Гражданину дается право не делать прививку. То, чего как вы знаете, в советский период не было, во-первых, на медицинские учреждения расписано, прописано, что они должны объяснить человеку, который подпадает под календарь в данном случае, для чего нужна эта прививка, какие осложнения могут быть, если прививка не будет, какие есть противопоказания медицинские, то есть подробно все это есть. Тем не менее, человек из-за себя либо за своего ребенка может отказаться от прививки, причем отказ должен быть в письменной форме. Но и в то же время государство оставляет за собой право, что отсутствие профилактических прививок влечет за собой временный отказ в прием граждан, в лечебные, школьные, образовательные учреждения. Как пример, идет эпидемия кори, естественно, те дети, которые не привиты от кори, они не будут. Во втором окончательном чтении был принят законопроект об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Проект закона, представленный Леонидом Лакирбая, направлен на создание госсистемы, которая позволит осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, подпадающих под действие законодательства республики о государственном пенсионном обеспечении. Можно прогнозировать будет и выход на пенсию, и численность занятых трудом. Каждый гражданин Республики Абхазия и каждый,
иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, прибывшее сюда для того, чтобы заниматься трудовой деятельностью, обязательно должны быть застрахованы. На каждое, значит, лицо создается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Значит, информация от ЗАГСа, от Минюста переходит в пенсионный фонд. Открывается, значит, индивидуальный лицевой счет с этого момента. Это по рождению. Второе, это по получению паспорта. Человека, который не был гражданином Республики Абхазия, получил этот паспорт. Генеральный прокурор Адгур Агарба представил парламентариям редакцию закона о прокуратуре Республики Абхазия. Как отметил Адгур Агарба, новый проект закона разработан в целях совершенствования механизмов деятельности ведомства. По словам генпрокурора, действующий закон частично устарел. Некоторые нормы закона о прокуратуре противоречат нормам Конституции. В прокуратуре была создана рабочая группа, которая проводилась более полгода проводилась работа. И с учетом нашей работы и профессиональной деятельности мы столкнулись с тем, что действующий проект закона о прокуратуре, он частично устарел. Для того, чтобы привести его в соответствие, а также в целях гармонизации и с учетом того, что действующие нормы должны сегодня соответствовать требованиям настоящего времени, нами представлен новый проект закона. Законопроект предлагается принять в первом чтении, чтобы в дальнейшем доработать и внести все необходимые правки. Депутаты поддержали предложение генерального прокурора. И данный проект, на мой взгляд, он также помогает для того, чтобы прокуратура работала более эффективно, чтобы избавить их от некоторых нюансов, наверное, которые мешают ежедневной рутинной работе. Далее правки в законопроект об управлении в административно-правовых единицах Абхазии представил Батал Айба, полпред президента в Народном собрании. Закон направлен на закрепление за местными органами власти полномочий на озеленение населенных пунктов и уход за зелеными насаждениями. Закон был принят единогласно во втором окончательном чтении. Действующее законодательство в Республике Абхазия не отражает полномочий местных администраций по благоустройству территории в части озеленения населенных пунктов, содержания и охраны зеленых насаждений. Депутат Дауд Хутаба представил постановление о внесении изменений в закон о президенте Республики Абхазия. Предложенные правки должны устранить существующие противоречия в двух законах, касающихся принесения присяги президентом после избрания на должность. Речь шла о том, что в Конституции была внесена поправка, в соответствии с которой президент Республики Абхазия давал присягу в присутствии судей Конституционного суда. Но дело в том, что, видимо, в тот момент не учли, что в соответствии с тем законом о президенте Республики Абхазия, так как это было раньше, президент давал присягу в присутствии судей Верховного суда, то есть сейчас они обратились для того, чтобы вот эту ошибку исправить, чтобы не было разночтений в законе о президенте. Депутат Инар Гицба предложил провести индексацию размера ущерба и размера преступной деятельности, в том числе доходов, позволяющих квалифицировать деяния как совершенные в крупном или особо крупном размере, с учетом роста инфляции и снижением уровня покупательной способности денежной единицы. Сегодня, по большому счету, есть некоторые модели телефонов, да, которые стоят там 150 тысяч. Да, и если происходит кража, то человек, который установлен, что он совершил эту кражу, он по 4 части проходит и по всей строгости закона, там, если не ошибаюсь, от 7 до 9 лет может получить наказание. Да? Вот я предлагаю поднять в этих статьях этот порог, в статью 144 внести изменения и поднять порог до 100 и 150 тысяч, соответственно, это крупный и особо крупный размер. Парламент республики принял во втором окончательном чтении закон о создании молодежного парламента при Народном собрании. Это будет рекомендательный орган, направленный на развитие законотворческой деятельности среди молодежи. Подобная практика распространена во всем мире. Закон был принят во втором окончательном чтении. Будет 17 кандидатов избираться в этот орган. С каждого района по 2 человека, с города Сухум 3. Это будет нейтральный, вне политики, можно сказать, орган молодежный. Хочу отметить, что порядка 30 стран, представленных на
Всемирном молодежном форуме имели также молодежный парламент, и наши ребята там, выступая, предложили очень важную инициативу. Это такая условно ассамблея молодежных парламентов всего мира. Во всех развитых странах такая структура существует. Отличное подспорье для молодых людей. Инициатива полезная, она, я думаю, будет действенна для молодежи. Более того, она предусматривает возможность взаимодействия с парламентом в отношении законодательных инициатив, касающихся молодежи. Я думаю, что это вызовет позитивный эффект. В том числе и молодежи эта инициатива, я так слышал, насколько очень нравится. Планируется внесение изменений в законы о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии и о пенсионном обеспечении инвалидов, семей погибших и семей умерших инвалидов ОВНА. Для разработки проектов законов о внесении правок была создана рабочая группа парламента, которую возглавил депутат Тимур Шергелия. Данная рабочая группа будет осуществлять поставленные задачи именно по тем проблемам сегодня существующих в законе о ветеранах. И в ближайшее время после принятия постановления будет проведено комитетское заседание и будут обозначены и определены все вопросы проблемные для того, чтобы решить в уложенные сроки, кратчайшие сроки. Также депутаты утвердили ряд постановлений, касающихся выделения земельных участков. По предложению депутата Атгура Харазия в раздел «Разное» был внесен вопрос о принятии официального обращения парламентариев к президенту республики и начальнику Государственной службы охраны, касающегося установки забора вокруг комплекса правительственных зданий. Считаем, что подобные конструкции противоречат демократическим принципам открытости законодательного и представительного органа государственной власти и будут способствовать негативному общественному мнению. Полпред президента республики в Народном собрании прокомментировал данное обращение, подчеркнув, что установка ограждений не противоречит демократическим нормам и никак не скажется на открытости власти. Во многих странах практика защиты государственных объектов существует, и вокруг крупных государственных зданий и сооружений возводится ограда, подобная и более существенное. Никак не отразится взаимоотношения парламента, взаимоотношения исполнительной власти с народом. Как двери открыты были, как прием граждан осуществлялся постоянно, так и будет осуществляться. Это меры национальной безопасности. По итогам голосования обращение не было принято депутатами. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Похороните меня в Абхазии рядом со своим отцом. Прощальное слово кавалера Ордена Мужества Даура Хмелева, погибшего, спасая своего друга во время выполнения боевого задания в зоне СВО. В Сухуме с воинскими почестями прощались с доблестным Дауром. Проводить в последний путь нашего соотечественника, бывшего сотрудника СКБ Абхазии Даура Хмелева пришли президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гумба, военнослужащие, представители общественности, его близкие и друзья. Даур Хмелев погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Даур участвовал в освобождении Донецкой, Луганской, Запорожской областей, города Мариуполя. Был в должности заместителя командира батальона. Его позывной «Питер» был широко известен в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб 26 мая при выполнении боевого задания. Даур не бросил своего товарища и при попытке спасти его был смертельно ранен. Его преданность, непоколебимый дух вдохновляли всех. Даур очень любил Абхазию, которую он считал своим домом. Последним его желанием было быть захороненным именно в Абхазии, рядом со своим отцом.
Даур Хмелев родился в Ленинграде в семье военнослужащего Валерия Хмелева и Ларисы Бганба. Родители дали ему благородное воспитание. Даур окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Он мечтал жить и работать на своей второй родине, где получил первые азы воспитания в духе Апсора. После окончания учебы он приезжает в Абхазию. Являясь гражданином Абхазии, Даур Хмелев с большим воодушевлением начал службу в органах госбезопасности. За годы службы зарекомендовал себя ответственным сотрудником. Неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами СКБ Абхазии, так и ФСБ России. Я бы хотел подчеркнуть черты характера, которыми отличался Даур Валерьевич. Это прежде всего его воспитание. Воспитание, которое в нем совместило русского народа, уроженца города Санкт-Петербург, и абхазского народа, воспитание матери, воспитание дядек со стороны матери. Имея хорошее, блестящее образование, имел много возможностей трудоустроиться и продолжить свою служебную карьеру в Российской Федерации. Но местом первой службы Дауром Валерьевичем было избрана Абхазия, принести свою пользу после кровопролитной Отечественной войны народа Абхазии, помочь народу, помочь нам всем в установлении стабильности, безопасности и процветания нашего народа. Вот на этом пути неоднократно отмечались его принципиальные качества, самоотверженность, крепкий дух. К сожалению, сегодня мы героя отправляем в последний путь. После женитьбы Даур переезжает из Сухума в Санкт-Петербург. Где бы он ни работал, всегда отличался своей честностью, порядочностью. До мобилизации в Вооруженные силы России проживал в Москве. Работал главным специалистом группы управления авиационной и транспортной безопасностью авиакомпании «Россия». Даур Хмелев в школьные и студенческие годы занимался боксом. Был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, мастером спорта по легкой атлетике, мастером спорта по силовой атлетике. Друзья Даура Хмелева вспоминают его как человека высокой чести. Даур был замечательным, чистым, добрым и в высшей степени справедливым человеком. Он был нашим учителем, был наставником жизни. Но в своих наставлениях он никогда не говорил слов, никогда не поучал. Он делал дела и совершал поступки. И этими поступками, демонстрируя нам, что такое быть человеком, так и в зоне проведения специальной военной операции, сплочая вокруг себя людей, солдат, офицеров, сплочая вокруг себя подразделения, он привел множество ситуаций к победам, сохранил множество жизней, как гражданских, так и своих боевых товарищей, не жалея своей. В зоне боевых действий специальной военной операции Даур Хмелев командовал ротой. Был дважды представлен к ордену Мужества. Указом президента Российской Федерации он награжден этой высокой государственной наградой посмертно. У Даура Хмелева остались жена и 2 детей. Аля Катарапш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня выразил соболезнования родным и близким российского ученого-океанолога Артура Челенгарова. Не стало одного из достойнейших представителей российского научного сообщества. Артур Николаевич, будучи депутатом Государственной Думы, проявил себя эффективным управленцем и настоящим патриотом, стоявшим на страже интересов всего Отечества и народа. В этот траурный день Абхазия скорбит вместе с вами и сожалеет о вашей утрате, говорится в телеграмме президента Абхазии. Указом президента Абхазии, исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района, назначен первый заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авицба. Сотрудники УКОН совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали гражданина Российской Федерации Александра Ахмедова, подозреваемого в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.
В Гагарском районе задержан подозреваемый в сбытии наркотических средств житель города Сочи. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД. В результате личного досмотра задержанного гражданина Российской Федерации Ахмедова Александра Александровича, 1987 года рождения, сотрудники милиции изъяли заизолированные свертки синего цвета с белым порошкообразным веществом внутри в количестве 95 штук. Что это вообще такое? Наркотическое вещество по... Это наркотическое вещество? Метадон. Метадон? Да. А вообще с какой целью вы его храните при себе? Я привез его незаконно с Российской Федерации. Как, вы приобрели данное вещество в Российской Федерации? Да. А где, в каком городе конкретно? Сочи. Сочи? И как вы его сюда везли на территорию Республики Абхазия? В кроссовках. В кроссовках? Именно в тех, которых вы сейчас одеты? Да. Подготовленные к реализации закладки гражданин Ахмедов фотографировал, после чего отправлял данные геолокации посредством мессенджера Telegram своему координатору под псевдонимом Лева Брат. Мне скидывали в Телеграме координаты, где нужно забрать. Я ехал, то есть после получения координат по адресу, это Хостинский район, там забирал, находя по координатам. Все было упаковано в полиэтиленовом мешке. После чего я забирал это все, ехал домой, переупаковывал. То есть я высыпал все из полиэтиленового пакета, засовывал подстельки в кроссовки. Вот. После чего я ехал в Республику Абхазия. В ходе дальнейших ОРМ в отношении задержанного установлено, что последний уже успел осуществить тайные закладки в Гудаутском районе, а именно в селе Приморское, по улице Арсаул, откуда на разных участках местности было обнаружено и изъято 5 аналогично упакованных свертков с наркотическим средством. Поясните мне, пожалуйста, вот вы заложили данную тайную закладку. Какой процесс происходил далее? Я фотографировал через определенное приложение, которое указывает широту, долготу, то есть координаты, где именно находится. Для упрощения нахождения данной тайной закладки. Общая масса наркотического средства метадон, изъятого при личном досмотре гражданина Ахмедова и из мест, сделанных им ранее тайных закладок, согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики, составила 93,75 граммов. Александру Ахмедову вменяется преступление, предусмотренное пунктом В частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследование которого проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Последний содержится под стражей. Абхазия лидирует в списке самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно. По данным островок.ру, число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в 3 раза. Об этом сообщает спутник Абхазия. В Сухуми прошла благотворительная акция «Добрый картофель». Вот уже на протяжении 8 лет она проходит в столице. Все собранные средства от продажи картофеля направляются в поддержку тяжелобольным детям, которые еще больше нуждаются в поддержке и заботе. На акции побывала наш корреспондент Уляна Рожкова. Дети – цветы в нашей жизни. 1 июня прошел всеми известный праздник День защиты детей. И сегодня по всей столице были организованы мероприятия для детей. Как и здесь сегодня в Абургере прошла акция «Добрый картофель», организованная фондом Ашана уже 8-й раз. Международный день защиты детей – особый день, который напоминает всем нам о важности защиты, безопасности и благополучия наших детей. Это время, когда мы обращаем особое внимание на их нужды, права и счастье. Каждый год в столице проходят разные акции и мероприятия для всех детей, одной из которых стала акция «Добрый картофель». Это отличный повод хорошо провести время и внести свой вклад и помощь в поддержку тяжело больным детям нашей страны. Как поделилась директор КБФ Ашана Мактина Джинджолия,
Все вырученные средства будут направлены на лечение подопечного фонда Анрика Аргун. Помимо продажи картофеля мы подготовили очень интересную программу для детей и взрослых. У нас будет анимационная программа, также будут выступать артисты, певцы, будут выступать ансамбли, а также для всех жителей и гостей мы подготовили прекрасную, замечательную благотворительную лотерею, которая у нас уже стала традиционной. В этом году более 50 призов от различных магазинов, салонов красоты, ресторанов. Сегодня за кассой Абургера будут стоять не простые кассиры, а известные абхазские КВНщики. Давайте вместе зайдем и посмотрим, какая атмосфера царит сейчас за кассой. Кому картошку? Все? С вас 250 рублей. Как и всегда, в этот праздничный день в роли кассиров медийные личности, популярные артисты, телеведущие, общественные деятели, блогеры, а также партнеры и друзья фонда Ашана и ресторана «Абургер». Их непростая задача заключается в продаже картофеля за кассой. Заказы сопровождаются ярким настроением, праздничной атмосферой и фотографиями. Хорошо организовали праздник. Для детей это очень радостно, потому что каждый может побывать в лотерею, детская лотерея. Праздник для каждого бесплатно, сладости и мыльные пузыри. И детский концерт, в котором будут аниматоры. Для детей были организованы творческие мастер-классы, анимационная программа, выступления певцов и музыкальных групп. Кульминацией праздника стала беспроигрышная лотерея памятных призов и подарочных сертификатов. Ульяна Рожкова, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Международный день защиты детей отметили в Очимчире. Праздник начался со спортивных игр «Веселые старты». Затем организовали морскую прогулку на катере, где дети полакомились вкусным мороженым. В городском парке ребятня увлеклась занимательными конкурсами и мастер-классами. Многие мерились силами в стрельбе из лука. Праздник охватил не только очимчирцев, но и гостей города. Радостное настроение передалось и взрослым. Подуставшие, но счастливые ребята к концу дня принимали поздравления от аниматоров, персонажей любимых мультфильмов. А на праздничный десерт ребятишкам организовали красочное шоу и пенную вечеринку. И, конечно же, гуляние завершилось радужным и светящимся фейерверком. Не менее ярко отметили День защиты детей в городе Гагра. Яркий концерт прошел на площади Победы, где выступили танцевальные ансамбли «Нарта», «Фортон» и «Гагрипш». Изюминкой представления стали вокальные детские коллективы, особенно малышей, воспитанников детских садов. Радужную атмосферу праздника создавали аниматоры. Детям до 12 лет разрешили бесплатно кататься на главном аттракционе города – колесе обозрения. И как же без сладостей? Администрация района подготовила подарки и сладкое угощение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 4 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, к вечеру местами возможен слабый дождь, туман. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 24-29, температура морской воды до 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.